История народа похожа на огромный сундук, наполненный сказочными вещами. Достанешь одну — удивишься. Увидишь другую — восхитишься. И захочется узнать, а какие же богатства спрятаны на самом дне. Суббота — особый день. Жительницы маленькой деревни Республики Коми каждую неделю собираются вместе на репетицию самодеятельного коллектива «Чернышские чипсонистки». Ансамбль был создан более полувека назад. Состав участниц несколько раз менялся, но традиции сохранялись. Как будто весу совместно. Давай, букшалам на свои места. Ой, как всегда, Маша, конечно. Чипсан — духовой инструмент. Его можно сделать из стебля дягеля, который в республике растет повсюду. Участницы коллектива сами мастерят свои инструменты. Звучание подбирают по толщине и длине стебля. Чипсан — один из древнейших музыкальных инструментов. Он является символом Коми. Урожая не было уже 2 лета. Народ чем-то прогневал духов, и они изводили людей голодом. Нужно было уходить в другие земли. Дорогу прокладывали охотники. Они искали места, где было бы много зверя. Мясо и шкуры стали единственным спасением. Идти приходилось и в холод, и в слякоть. Чужие земли были недружелюбны к пришлым людям. Даже безобидный поход за водой мог обернуться бедой. Картины прошлого Коми-Зырян
воссоздают участники клуба реконструкции «Кречет». Вот так могла выглядеть временная стоянка древних коми-зырян в XI-XII веках. Народ носил самотканную одежду, готовил на костре. Это обычный кремень и кресало. Это железная вещь, кованая, с хорошей стали. Должна быть сталь, высокоуглеродистая, потому что вот эти искры, это как бы горит углерод. Тут же не только главное, чтобы искра высекалась, нужно, чтобы труд был хороший, вот то, что я клал, когда вот оно разгорается. Потому что все вкупе должно быть, и все должно быть сухое всегда. Нужно держать это все в сухом месте, чтобы влага не попадала. Чтобы сохранить кремень и труд в сухости, в старину делали кожаные мешочки, вощили их воском. Все эти нюансы прошлого реконструкторы узнают из книг и собственного полевого опыта. Когда человек адаптируется и привыкает в социуме к определенным условиям, скажем, комфорта, туалетная бумага, например, то есть сотовая связь, наличие вообще любых других благ, отказаться от этого всего в одночасье очень сложно. Это должна быть психологическая какая-то готовность, потому что тут нет больных людей, тут нет маньяков, то есть специально себя загоняющих в эти кандалы. Мы же не стремимся вернуться в Средневековье. Мы хотим получить этот опыт, дабы принести его на современность. То есть, правду говорят, человек, забывший корни, он и в настоящем как бы не очень успешен. Поэтому вот спросите любого, он в Средневековье вернуться не хочет. Он не хочет, чтобы Средневековье наступило в настоящем. Все привыкли к благам современности, мы не готовы от этого отказаться в полном объеме. По тропе предков идут в кожаной обуви, которая промокает, если вовремя ее не вощить. К холодам вяжут носки, шьют теплую одежду. Холодно, мокро бывает осенью и весной. Летом-то можно показать красивые легкие наряды, покрасоваться. Это любимое женское занятие, показать новый наряд из шелка или из льна, как покрашен, какой краской. Нынче морена или куплено индиго было, очень дорогой краситель, чтобы себе получить. Все равно есть немножко вот это вот бахвальство женское, даже вот в реконструкции, что вот, а я себе платье чуть приталеннее сделала, вот у меня там вот такой узорчик на ткани. То есть это тоже остается и в повседневной жизни, то, что мы любим одежду красиво показать. И здесь тоже мы похвастаться можем. Вот. В основном хочется попробовать себя именно в тех условиях, сможем ли мы все то же самое воссоздать, как наши предки жили. Себя испытать в том числе. Картины прошлого чаще всего оживают в финно-угорском парке в селе Ипь. Комплекс построен недавно, но вниманием не обижен. Детвора – самые частые гости. Сказочная тропа этнопарка символизирует охотничью. На ней есть препятствия, с которыми охотники встречаются в лесу. Например, болото. Перейти топь можно только по кочкам и пенькам. В парме живут звери и мифические герои, с которыми нужно найти общий язык. Тогда подарочки получаешь. Так, забираю. Тропу твою загадую и праздник тебе испорчу. Не стоит. Барбарачу, параскорики, морики, пика пудритопу, барбарики, тропарики, все. А в конце сказочной тропы ребят ждут ипские забавы. По сути, это бытовые сцены из деревенской жизни. Сложить поленницу, принести воды. На старт, внимание, поехали! Комплекс уже стал визитной карточкой Республики Коми. С него начинается знакомство туристов с историей народа. Мы для себя в республике определили, что развитие туризма – это одно из приоритетных направлений наших в развитии экономики республики. Мы понимаем, что это никогда не составит конкуренцию нашим основным отраслям.
уже сложившимся, это все-таки добывающий регион. Но это дает возможность активно вовлекать местное население в такой вот бизнес-сферу услуг. И это дает возможность более уверенно чувствовать себя в глубинке. А с учетом того, что в этом смысле, в смысле возможности представления именно туристических продуктов республикой у нас, я считаю, неограниченные возможности, то, конечно, это очень интересно. В первую очередь, конечно, речь идет о всех разновидностях экологического туризма. И вот позиционирование республики на сегодняшний день, оно заключается в том, что мы считаем, что представление республики как о сырьевом добывающем регионе или там родине ГУЛАГа, оно уже отжило, исчерпало себя. Мы делаем акцент на том, что на сегодняшний день, что Республика Коми – это, ну, по крайней мере, когда мы говорим о европейской части России, да и о Европе в целом, это территория, на территории которой расположены самые большие, так сказать, охраняемые природные территории. Наш национальный парк Юга-2, знаменитый, вместе с Печорским заповедником еще в 1995 году одним из первых в Российской Федерации попал в список всемирного наследия ЮНЕСКО под названием «Девственные леса Коми». Парма и сама стирает негативный образ, созданный человеком в прошлом веке. Она словно достает из своих сундуков забытые людьми сказки и легенды и заново рассказывает их. Сегодня многие задают себе вопрос, откуда мы родом. Вспоминают историю своего народа, возрождают традиции и обряды. Ведь сегодня только благодаря культуре можно сохранить индивидуальность каждого народа. Мне кажется, что основная причина – это все-таки вот такая всеобщая глобализация. То есть так стремительно меняется современный мир, что, наверное, каждому человеку хочется, чтобы была какая-то точка опоры, чтобы сохранить собственное «я», какой-то внутренний стержень. И в этом смысле, конечно, обращение к таким духовным, культурным, историческим истокам того, что мы имеем от своих предшествующих поколений, и что самое-то главное сегодня имеет ту же самую ценность, это неприходящая ценность. Это, наверное, та самая точка опоры, которая дает возможность человеку себя чувствовать более уверенно в современном мире. И, наверное, это одна из причин, как я думаю, вот такого возросшего интереса к истории народов, к вопросам культуры, сохранения родного языка и так далее. И мне кажется, что это очень хорошая тенденция. Вообще, в принципе, человек близкий к финно-угорскому миру, поскольку я сама по национальности коми, и эта культура мне знакома и любопытна, я люблю ее и много знаю о ней. Я много работы провела над изучением мифологии коми и финно-угров. Коми народ живет в лесу, это лесные жители, и поэтому их культура очень сильно связана с лесом, с природой, с животными. И в его культуре, его мифологии очень значимыми символами являются животные и природа. Вообще, даже после того, как они приняли христианство, они днем молились Богу, а когда шли в лес, они молились духом леса.
Когда охотники решали, что мальчик достаточно подрос, его отводили в лес. На охотничьей поляне его заворачивали в саван и убивали. Шаман вызывал духов, которых угощали кровью жертвенного животного и просили воскресить убитого. Но только чтобы вместо мальчика в мир пришел мужчина. Это древний обряд народа Коми, инициация молодого охотника. После этой символической смерти юноша перерождался в отважного мужчину. Тайга. Для Коми лес всегда был кормильцем. Народ уважительно называет его Пармой. При входе в лес охотники обязательно спрашивают разрешение у хозяина Пармы. Просят удачи и дают обещание не брать больше положенного. Охота – один из традиционных промыслов коми-зырян. Этот миролюбивый народ всегда славился охотниками. Когда-то законно, а сейчас негласно, за каждым родом закреплены охотничьи угодья. Николай Федорович свой первый селок поставил в 10 лет и уже давно не считает пойманных рябчиков. И хотя такой вид охоты многим нравится, есть в нем один недостаток. В петлю может попасть пернатая самочка. Убивать их для коми грех. Дичи в лесу должно быть много, чтобы не только человеку хватало, но и хищникам. Охотники в лесу летом и осенью примечают, подсчитывают, большое ли потомство принесли рябчики, глухари, сколько дичи можно взять. 60-70 можно взять смело. Как бы оставляются маточные и самки желательно. Не только дичью богата Парма. Она дает коми целебные травы. Даже под первым снежком можно найти веточку можжевельника или зверобоя. А уж березовую чагу и вовсе долго искать не надо. Сергей Петрович, деревенский травник, летом примечает места, а осенью собирает нужные травки. Он знает полезные свойства каждой былинки. Чага, например, помогает при желудочных болях. Раздробить на части и высушить – это лекарственное сырье. Используется при желудочно-кишечных заболеваниях. Это применяется как бы обезболивающее средство при сильных гастритах. Отвар принимается.
Беда всех удаленных деревень – пьянство. Сергей Петрович считает, что с вредными привычками человек должен бороться только силой воли. А вот очистить организм от токсинов он как травник может помочь. Кстати, несколько лет назад Сергей Петрович сам себя спас от алкоголизма. Теперь ничего не пьет, кроме травяного чая. Устал в лесу, костер развел и заварил целебный напиток из того, что Парма дала. О, Петрович! Николай Федорович, ура! Это не витти сюда, витти, вот там дурно витти сюда. Кузьма Йола. Баран турн чукартан. Да, чай будет на пуксы. Да, витти сюда, мы сейчас кусок на бегете. Вы выражете такие туда. Только слабо того формате. Коми-зыряне в лесу могут и без костра еду приготовить. Есть один старинный рецепт. Для него в первую очередь нужна удача охотника – дичь, желательно молодой рябчик. А еще топор. С его помощью делают импровизированный стол. Рябчика потрошат и снимают с него кожу вместе с перьями. Из этих отходов можно сделать приманку на более крупную дичь. Далее с помощью топора рябчика превращают в фарш. Косточки тоже измельчают. В принципе, старину так и делали все. По словам охотника, осенью птицы лакомятся ягодами, поэтому мясо у них очень вкусное и ароматное. По желанию в фарш можно добавить соль, перец и чеснок. Готово, Петрович. На. Ну-ка, давай, бедлам, на. В лесу можно найти все, если знать, где это лежит. Вот, например, береста легко превращается в посуду. Это блюдо называется у нас как бы мачтамья. Это фаршированный рябчик, как говорится. Вот. Она у нас издревле, но не по всей Коми они готовятся. У нас в нашем районе, вот этом в нашем кусту, она как бы излюбленная, она как национальная. Ну, старинок она быстро усваивается. Устаешь, когда вот охотники в лесу все постоянно. Это восполняет запас энергии. Вот, вместо как быстро усваивается организмом. Надо к этому привыкнуть. Она мясо сырое, она белков и все это, витаминов много там. Она восстанавливает силы сразу. Но не зная, насколько еще и мужскую, как охотники говорят, для мужчин особенно полезно. У Коми есть еще много обычаев и правил, связанных с охотой и лесом. Нельзя словами оскорблять животных, хвастаться добычей. Название некоторых зверей запрещено произносить вслух. О таких животных говорят иносказательно. Например, тот, у кого уши мохнатые. А вместо «снять шкуру» употребляют «помочь зверю раздеться». И у каждого убитого животного охотник просит прощения, а, выходя из Пармы, благодарит ее. В старину у Коми была странная забава – игра в покойника. Смысл заключается в том, что так называемый мертвец мог сказать все о присутствующих, высмеять недостатки, раскрыть секреты.
Покойником никто не хотел становиться. Но уж если выбрали, то он получал право выбрать себе невесту. Для девушки это был плохой знак. Весь год к ней никто не посватается, а будет приходить лишь этот парень. Так что мнимый покойник и в самом деле мог стать ее женихом. Смерть в философии коми играет особую роль. У зырян и гроб, и дом зовется одним словом – горд. Получается, что смерть переводит душу из одного дома в другой. Вплоть до середины прошлого века у коми была традиция хоронить родственников во дворе дома, а в древние времена и вовсе в погребе. Считалось, что таким образом семья находится под защитой предков. Мать разрешение сельсовета спросила, чтоб, говорит, перед глазами был сын. Вот из-за этого. Вот этот железный крест. Потом уже всех сюда. А там у меня только дед на кладбище. В любое время выходим в этот дом, в эту сторону. Смотрим перед глазами, все, вспоминаем. Когда у кого день рождения. И по церковным праздникам. Здесь мать, здесь отец. Он старший брат, он здесь младший брат. Коми-зыряне считали, что лов, так называют душу, не уходит далеко от тела усопшего. Она питается ароматами угощений, которые приносят на могилы. Родственники могут позвать души предков в дом поужинать, попросить помочь в поле или на охоте. В старину коми не боялись говорить о смерти,
и даже шутить. Это делалось для того, чтобы научить детей правильно относиться к этому неизбежному явлению. Надо бояться-то живых, ну, чем это мертвых. Ну, чем их бояться. Посижу, обнимку и плачу. После смерти душа может переселиться в зверя или дерево. По верованию Коми, лов есть у всего живого на земле. Поэтому все в этом мире достойно уважения. Шаманам Коми поклонялись очень давно. При раскопках находили ритуальные вещи для шаманских обрядов, изображения камлающих жрецов. Но постепенно шаманизм в чистом виде исчез. Он превратился в знахарство и колдовство. Деревенские жители за первой медицинской помощью идут к бабушке Капитолине Афанасьевне. Она потомственная знахарка. В ее роду все женщины умели лечить. Секреты знахарства Капитолине Афанасьевне передала бабушка. Давно уже. Давно. Но 30 лет было. Юрбище. Ну, давай попробуем. Внук жалуется бабушке на головную боль. Капитолина Афанасьевна первым делом проверяет, не сдвинут ли мозг. Для этого рентгеновские аппараты не нужны, только веревочка с 2 узелками. На затылке бабушка нащупывает выемку, кладет на нее узелок. Другой завязывает в центре лба. Делает на веревочке метки напротив ушных раковин и потом сравнивает отрезки. У здорового человека они должны быть равны. У внука нет. У него было легкое сотрясение мозга. Возможно, ударился головой о какой-то предмет. Бабушка тут же берется помочь. Здесь главное знать точки, по которым надо ударить. Бабушка бьет не сильно, лишь для того, чтобы немного встряхнуть мозг. После процедуры контрольные замеры. Результаты изменились в лучшую сторону. 2 половинки веревочки практически равны. Так что головная боль должна вот-вот пройти. После лечения бабушке требуется отдых, чтобы восстановить свои силы. Ей уже 81 год. Когда-то она легко вправляла вывихи, сейчас сил уже не хватает. Денег за лечение бабушка не берет, иначе дара лишится. А ей нравится людям помогать. Таких в народе называют светлыми знахарями. А были в старину еще и черные колдуны. Железный свекор. Этот мифический герой жил на Железной горе. Хотя он был черным колдуном, народ прославил его как первого кузнеца Коми. Место, где жил Корт Айка, сегодня называется село Карткирос, Железная гора.
Село и сегодня славится лучшими кузнецами республики. Игорь работает в кузнице один. В старину нужен был помощник, чтобы разгонять металл. Сейчас гидравлический пресс за считанные минуты доводит материал до нужной толщины. Вместо горна с мехами стоит небольшая, но мощная печь, огонь в которой разжигают обычной горелкой. В кузнице можно найти еще много современных приспособлений, облегчающих жизнь кузнеца. Но Игорь пользуется ими крайне редко. Ему интересно работать по старинным технологиям, когда у кузнеца были только молот, огонь и железо. А это, оказывается, не так-то просто. На самом деле в гонке за технологиями современные кузнецы далеко ушли и забывают старые. И сейчас очень мало людей, которые могут воспроизвести именно старые технологии, и особенно старые предметы по старым технологиям. Наш краеведческий музей изучал предметы быта, которые ковали народ Коми. Мне очень понравился предмет, вот острога. Да, казалось бы, простой предмет для того, чтобы бить рыбу, колоть ее. Но на самом деле он выполнен из одного куска металла, и я испортил очень много заготовок, прежде чем у меня получилось хоть что-то, вот, похожее на этот полезный предмет быта добычи рыбы. Сложность оказалась в последовательности действий, именно в технологии изготовления. Никто об этом не знает, рассказать об этом никто не может, поэтому все пришлось искать опытным путем. Я ее развел, разделил как положено, задал размер зуба. Получилось острога, очень похоже, кстати. Что такое раскаленный металл, Игорь узнал еще в детстве. Его дед был кузнецом. Правда, он не успел передать мастерство внуку, но умение обращаться с металлом у Игоря в крови. По мнению Игоря, металл очень пластичен. Нужен только верный расчет. И тогда можно из цельного куска железа выковать даже орнаменты Коми. Сегодня мы изготовили репродукцию наконечника, который устанавливался на посох коми-пермяцкого охотника. Посох представлял из себя деревянная древко, на конце деревянная же лопатка и вот этот металлический наконечник. Охотники его использовали, обходя свои селки, петли, сети, которые зимой устанавливались в полыньи, в лунки. Лопаткой они поправляли снег, а вот этим металлическим наконечником именно они сбивали лед на лунках, сбивали лед там в местах, где установлены петли. Ну и, возможно, я предполагаю, что использовали в то время как средство защиты от диких зверей. Первую формовку сделаем. В старину Коми знали много способов обработки металла. Один из самых древних – литье в землю. Это вообще самый древний обусловленный археологический способ литья, то есть практически с бронзового века, причем с раннего бронзового века. Вообще считается, что человек прежде всего отлил чуть ли не изображение собственной руки. То есть он заметил, что можно, например, в форме оставленной, оттиски формы, какое-либо изображение или вещь отлить. Так делались топоры, оружие, наконечники стрел впоследствии. Бронза была намного удобнее камня. То есть на рубеже вот как раз каменного и бронзового века эта технология появилась. Реконструкторы воссоздали образ древней плавильной печи. В яму установили железную бездонную бочку, обмазанную глиной.
Глина обязательно нужна. Без нее металлический каркас расплавится. Ведь температура в такой печи может быть более 1000 градусов. Для литья нужна специальная земля. Измельченный, очищенный грунт на ощупь напоминает слегка влажный мелкий песок. В двух формах делают оттиски разных сторон детали и очень аккуратно совмещают их. Такой способ литья на территории Коми был известен еще до нашей эры. Главное его удобство тем, что все, что вы видите, подготовленная земля, там специальные растворы и так далее, все достаточно просто в изготовлении. Земля многократного применения, земля не горит, вот если говорить о гипсе или силиконе, не выгорает, не теряет своих свойств. Вот мы, собственно, вам продемонстрировали, как выглядит черновая отливка при литье в землю. То есть в идеале впоследствии, сейчас мы достать это не можем, он пока горячий еще, и металл должен остыть непосредственно в земле. А после того, как литник будет отделен, у нас получится вот нечто подобное. Это уже обработанное и запатинированное. То есть это тот самый промысловый календарь охотника, который найден на Средней Вычегде на территории Республики Коми. Репетиция – это, по сути, возможность отдохнуть от деревенских забот и пообщаться. Одна из традиций посиделок чипсонисток. Хозяйка дома должна приготовить какое-нибудь национальное блюдо Коми. Например, шанишки. Коми из самых обычных продуктов умеют готовить необыкновенно вкусные блюда. Из воды, муки и масла делают тесто для лепешек, а для начинки ячневую крупу на ночь заливают простоквашей. К утру она превращается в вязкую кашу. Шанишки готовятся быстро. В русской печи они стоят ровно столько, сколько длится песня Коми. Оля Сан – очень известная в Коми певица. Она могла бы петь на русском или английском, но для сцены выбрала свой родной язык. Сан – это псевдоним, изначально уменьшительное от отчества Александровна. А потом Оля выяснила, что в переводе с языка Коми «сан» означает «росомаха». Редкий зверь в лесах Пармы для Оли оказался талисманом. Она устраивает шоу на сцене и снимает клипы. И все для того, чтобы молодежь Коми полюбила родной язык. Язык. Я здесь родилась в республике Коми. Вот. И мне очень нравится этот язык. Не хуже английского, поэтому я хочу приобщить нашу молодежь Коми к родному языку. Я пришла работать в Национальный музыкально-драматический театр актрисой, устроилась туда. Но так как я не актер, мне больше хотелось петь. И я решила создать там свою сольную программу.
Вот. И песня за песней. Мой муж Андрей мне писал стихи, я накидывала музыку, аранжировщик мне делал аранжировки. Так вот, песня за песней у нас накопился большой, огромный материал. И решили, а почему бы не показать нашей молодежи что-то такое интересное, а заодно их и презентацию наших песен устроить. И вот так организовали мы наше первое шоу-мюзикл «Вай Тедмащам», где молодежь и жители Республики Коми услышали наши новые коми-песни. Позиция на том, что коми-язык – это один из государственных языков, она неизменна. И другой вопрос, что количество говорящих на коми-языке действительно снижается. И это говорит о том, что вот актуальность для правительства республики вот в сохранении, в развитии языка, она, конечно, присутствует и будет, и дальше присутствовать. А насколько это необходимо, ну, в первую очередь, наверное, молодежи, детям нашим и так далее, ну, наверное, надо быть реалистами вот в чем. Я прекрасно понимаю, что для того, чтобы говорить о необходимости языка, должно целое поколение опять вырасти, которое будет не только говорить на коми-языке, но и думать. А это зависит в первую очередь все-таки от семьи. Вот мы как государство создаем все условия для того, чтобы этот язык не просто сохранялся, а развивался. Но насколько он будет востребован детьми, насколько это будет действительно язык не просто общения, да, необходимый, сказать, в жизни в республике, все-таки зависит во многом от родителей, от семьи, от уклада, от традиций, которые передаются в семье. И именно в том числе, да, наша работа направлена на то, чтобы подтолкнуть семьи коми именно к более, ну, что ли, активному продвижению вот этого общения на коми-языке в своей собственной среде. Непроходимая Парма, где растут вековые сосны и ели, превосходит по площади леса Финляндии, Германии, Франции. Девственные леса Коми стали первым российским объектом, внесенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это самые большие нетронутые леса в Европе, более 30 тысяч квадратных километров. Парма была и остается кормилицей Коми, и она всегда готова отдать человеку все, что у нее есть. Тайга Коми для России – это основные лесные запасы европейской части страны. Заготовка и обработка древесины – одна из главных отраслей республики. Ежегодно добывается около 6 миллионов кубометров. Лес уже давно не валят вручную. Специальная техника пилит дерево, дает информацию, хвойная или лиственная древесина. Убирает ветки и сучки, сортирует по качеству. Все лиственные стволы идут на балансы. Балансовая древесина на ЛПК, на переработку на бумагу. Хвойную древесину оператор делит на пиловочник, который реализуется на распиловку доски там. А тот, что не подходит на распиловку, тоже сортирует на балансы и тоже идет на переработку на ЛПК. Конечно, валят не весь лес подряд. Определяют участки, где лес, так сказать, стал старым. После того, как площадка освободится, ее осмотрят, определят, сколько на ней молодых деревьев.
Сможет ли природа сама восстановиться и дать новый лес через 100 лет? Именно спустя век сюда вновь вернется лесозаготовительная техника. Если естественной поросли будет недостаточно, то здесь высадят тепличные саженцы сосны и ели. Кстати, Парма своими силами способна восполнить 90% потерь. От человека требуется лишь малая помощь. Вот так выглядят саженцы сосны, готовые к зимовке. Предприятие «Монди» – одна из немногих компаний, которая и заготавливает древесину, и выращивает лес. Но они находятся у нас ровно год. Почему? Потому что в мае месяце мы начинаем сеять на нашем оборудовании кассеты. После этого они переносятся в теплицы, и в теплице находятся до 3 месяцев. Это у нас получается первая ротация. Достигшие своего размера, мы их выносим на площадки закаливания. И для того, чтобы выйти на 4 миллиона, так как мощность наших теплиц 500 тысяч штук, мы уже в июле начинаем второй посев. И затем они уже с июля по октябрь, находясь в теплицах, растут, и в октябре мы выносим уже на площадь закаливания, где они потом зимуют. Питомник существует всего 5 лет, но он уже выращивает 4 миллиона елочек и сосен в год. Вот эти саженцы в мае высадят на вырубленные поляны, и через 80 лет они превратят нынешние пустыри в лес. Что может быть лучше, чем вид, восстановленный своими руками Пармы? Человек в лесу, он как в горах, он наедине с природой, он такой маленький, а она такая могучая, большая. И без того, что она, без ее поддержки ему трудно, и без людей ему тоже трудно, человеку. Вот, и природа, там вот чувствуется ее мощь, сила. Картина из песка, как символ бесконечного бега времени. Но один неосторожный взмах руки, и все может бесследно исчезнуть. Кто жил в деревне, тот знает, здесь практически нет свободного времени. И лишь очень важные дела могут заставить женщин отложить на время все деревенские заботы. Чернышские чипсонистки играют на коми-инструментах, помнят старинные песни и танцы и знают, что должны все это передать следующему составу своего коллектива. Потому что традиции — единственное, что спасает народ от забвения и делает его жизнь ярче. Sanul varsa pujedam, yuzam çaynas yuktadan. Volay geçes miyane, cezgana pez bindora. Volay geçes miyane, cezgana pez bindora. Gorki svadьба, gorki lun, gazet çamay bindora. Volay geçes miyane, cezgana pez bindora.